И в 22-й раз сегодня в Никольское съехались коллективы со всего Татарстана, Измаил, Чувашии и других уголков России. Главными гостями праздника в этом году стали бурановские бабушки, серебряные призеры Евровидения 2012. В атмосферу фольклора погрузилась Эльмира Гляхметова. Мастерами на Руси не рождаются, и становятся ими не все. Я хочу поблагодарить наше старшее поколение, которое бережно хранили, передавали из поколения в поколение обряды, традиции и, конечно же, песни. Снова цветки срывается лист, все короче погожие дни. То ли блюз накатил, то ли бриз, ах, вечерние эти огни. Теперь уже молодежь самые старинные, добрые песни, изучив, выучив, поет со сцены и перед ветеранами, как перед экзаменаторами, делает свои выступления. На Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон-2014» приехали 148 коллективов из разных уголков Татарстана и России. Но апогеем праздника стало выступление бурановских бабушек. Их сегодня назвали почетными гостями, и у пришедших на праздник их песни вызвали бурю эмоций. Бурановские бабушки приехали не в полном составе. Наталья Пугачева из-за плохого самочувствия не смогла выступить на «Каравоне-2014». Пришлось исполнять песни без нее. Бурановские бабушки исполнили несколько песен на разных языках. Звучали композиции как на русском, так и на удмуртском. Порадовали зрителей и татарской песней «Добро». Правда, текст на татарском языке, говорят бабушки, дался им не сразу. Мы ее подзабыли, мы учили, ее пели уже в Москве. Но бабушки, сами понимаете, возраст. Мы отложили эту песню, вот полгода прошло, пришлось по новой учить, буквально за 3 дня. Огромная очередь выстроилась к бурановским бабушкам после их выступления. Зрители буквально оккупировали их со всех сторон, лишь бы сфотографироваться с серебряными призерами Евровидения 2012. У нас просто девчонки любят этих бабушек и хотят вот с ними сфотографироваться, сделать память на фото. Мы вот все хотим, и никак не получается у нас. И замечательно поют. Они просто классные, потрясающие, и нам нравится очень их музыка. Памятными подарками одарил хедлайнера фестиваля Фарид Мухаммедшин. Кроме того, он вручил почетные дипломы за существенный вклад в разные сферы деятельности сотрудникам администрации Лаишевского района. А министру культуры от имени президента Татарстана вручил ключи от автобуса для гастролей творческих коллективов. Эльмира Гляхметова, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».